Поддержка волонтеров, доступная и качественная медицинская помощь, условия для гармоничного развития ребенка и многое другое. 206 изменений и столько же новых шагов комфортной жизни. До общероссийского голосования по поправкам в Конституцию осталось 2 недели. Время сделать свой выбор. Поэтому на первом плане сегодня ставится вопрос именно материальное положение наших граждан. Обеспеченность трудоустройством их, трудовым законодательством. Внесение поправок, прямое трудовое законодательство и правопорядка сегодняшнего настоящего положения. Закрепить законом все права и обязанности нашего трудового населения. Очень большое значение имеет пенсионный фонд сегодня. Обеспеченность людей пенсионным обеспечением. Есть такие люди, которые имеют мизерное обеспечение пенсиями, которые не соответствуют в настоящее время прожиточному даже минимуму. Поэтому очень важно, что президент Российской Федерации сам обсудил эти вопросы и поставил перед народом. О социальных поправках президент Владимир Путин говорит как о нормах прямого действия, которые должны работать на годы вперед. С его мнением полностью согласен и Ахмед Келигов. Он поддерживает пенсионную поправку, а именно индексацию, которая будет осуществляться не реже 1 раза в год в порядке, установленном федеральным законом. Это очень важно, так как я сам пенсионер. Мне это каждый раз, когда добавляют пенсию, все, наверное, рады, как и я. Нам это очень нравится. Конституция 1993 года верна, однако современный мир динамичен, а значит и основной закон требует изменений, которые предлагали мы, народ, спортсмены, деятели культуры, депутаты. К примеру, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила свою поправку об обнулении президентских сроков. Тут, считаю, надо дать шанс нашему сегодняшнему лидеру быть избранным на новый срок. Мы провели определенную работу по вопросу агитации проведения, чтобы люди пришли, проголосовали за референдум. Люди поддерживают в основном 80-90%. Голосование будет проходить на протяжении недели. Это сделали для того, чтобы не допускать скопления людей на участках. К слову, Лида Евкурова еще не определилась, в какой день пойдет голосовать, но самое важное для себя давно уже отметила. Социальная гарантия, уверенность в будущее для наших детей, для подрастающего поколения. Чтобы любой доход был не ниже прожиточного минимума. Чтобы было качественное образование. Чтобы народ всегда верил, доверял власти и верил в то, что эти поправки нам принесут пользу и благо. В общем, голосование совсем скоро, поэтому важно знать не только содержание поправок, но и процедуры, которые будут сопровождать весь процесс, чтобы каждый понимал, что это безопасно для здоровья. Ну и важно помнить о том, что правильно сделанный выбор сейчас – это успешное будущее завтра. Хава Гагеева, Магомед Белакиев, Новости 24.